Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! На календаре 31 августа, а в эфире на телеканалах Якутия-24 НВК Саха передача «Утро Якутии». И сегодня, как это ни грустно, мы провожаем наше лето. Я хочу вас призвать, чтобы вы сегодня провели максимально плодотворный день. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь энергией и будьте в курсе всех событий нового дня. Ну а мы по традиции постарались для вас подготовить максимально позитивный, интересный эфир. Все больше авиакомпаний создают так называемые зоны без детей. В этот раз этот список пополнился еще одной авиакомпанией. Какая это авиакомпания, мы узнаем в сегодняшнем выпуске. Но между тем в соседнем Китае начали поощрять молодоженов и молодых. Почему? Также узнаете сегодня. Традиционно сегодня покажем наши рубрики «Музейный гид», «Пусть мама придет», «Моя профессия» и, конечно же, афиша. Ну а после этой рубрики мы разыграем 2 пригласительных билета в кинотеатр «Центральный». Розыгрыш будет проводиться сегодня среди подписчиков нашего телеграм-канала. Так что, если вы еще не подписались, то сделайте это прямо сейчас. И, возможно, именно вы станете победителем нашего сегодняшнего розыгрыша. Ну а сейчас, по традиции, в начале нашего выпуска давайте узнаем, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики составляла от плюс 5 до плюс 15 градусов. В заречной группе Улусов 8-15, в южных плюс 7, плюс 10. В Вилюйской группе Улусов 9-15 градусов выше нуля. В Нижнеленских плюс 11, плюс 16, в западных плюс 9, плюс 16. В Колымо-Дигирской группе Улусов от 5 до 14 градусов, в Янских плюс 3, плюс 9. А вот на северо-западе республики уже 0 градусов, а именно в Саскалахе. Но также есть и положительная температура плюс 4 в Оленьке. Ну а в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 14 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Ну а мы продолжаем далее. И сейчас давайте узнаем, какие праздники и знаменательные даты отмечаются сегодня на календаре. На календаре 31 августа. Сегодня отмечают День блога. Идея праздновать этот день появилась в 2005 году, когда активные пользователи усмотрели в слове «блог» цифры 3108, поэтому и датой праздника установили 31 августа. Также сегодня отмечают День ветеринарного работника в России. По народному календарю сегодня Флор и Лавр – лошадиный праздник. На Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Этот день считался последним для полевых работ. Этот день в истории. В 1907 году, 31 августа, образован военно-политический блок «Антанта». В 1914 году в этот день Санкт-Петербург переименован в Петроград. 31 августа 1920 года считается днем рождения первого русского танка. В тот день из ворот цеха завода «Красная Сормова» в Нижнем Новгороде выехал легкий танк, ставший первым серийно выпускавшимся танком в России. В 1935 году в этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом стахановского движения в Советском Союзе. В 1986 году, 31 августа, в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». В результате столкновения двух судов погибли 423 человека. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов судов. В 1990 году в Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ. В 1997 году, 31 августа, в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана. В этот день родились Гай Юлий Цезарь Август Германик, Калигула, древнеримский император. Александр Радищев, русский писатель, философ, поэт, революционер. Матильда Кшесинская, русская артистка балета и педагог польского происхождения. Ричард Гир, американский актер. Именины сегодня у Георгия, Григория, Дениса, Евгения, Емельяна, Ивана, Илариона, Льва, Макара, Михаила и Ульяны.
На этой неделе мы продолжаем говорить о записи в кружки и секции. И сегодня у нас в гостях директор IT-школы «Алтан» Иван Наговицын. Иван, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про вашу школу и чему вы обучаете. Мы учим детей с 1 по 10 класс программированию и компьютерной графике. По программированию у нас есть 6 курсов. Они делятся все по возрастам. Мы учим детей кодить, создавать игры и делать сайты. Также у нас есть 6 курсов по компьютерной графике. Мы учим детей рисовать на графическом планшете, анимировать и создавать 3D-графику. То есть курсы, они подразделяются как-то, да? То есть по отдельным тематикам? Да, они по тематикам и они подобраны по возрастам, так, чтобы детям разного возраста было удобно осваивать программу. Сколько длится курс в вашей школе? Все курсы у нас годичные, длятся один учебный год. В этом году мы начинаем с 18 сентября, и курсы у нас продлятся до конца мая. Во время обучения у нас дети используют наш цифровой учебник. Цифровой учебник, можно поподробнее про это? Цифровой учебник у нас, получается, там загружены все наши уроки, и дети по ходу обучения смотрят уроки там, и также могут вернуться в любое удобное им время, в своем темпе, повторить материал и так далее. Также туда ребята загружают свои работы, которые в дальнейшем можно посмотреть. Некоторые ребята используют их как в портфолио. Также сейчас мы ведем разработку своего мобильного приложения, в котором родители смогут посмотреть работы детей, их расписание и так далее. То есть это некое такое облачное хранилище, да, куда дети как бы централизованно отправляют свои задания? Да. Скажите, как вообще дети, с каким уровнем подготовки приходят? Вот бывает, что абсолютно новичка берете и, например, вот приходят дети, которые уже есть какие-то познания в программировании. У нас курсы все рассчитаны на новичков. Ну, конечно, все дети разные. Кто-то более подготовленный, кто-то менее. Но у нас все рассчитаны на новичков. Ну, там, конечно, вот подразделяется то, что, допустим, по компьютерной графике, как правило, детям либо уже заранее известно, им, допустим, нравится рисовать, не нравится рисовать, да, а по программированию уже меньше такой информации, скажем, да. Большинство детей пробуют программирование в первый раз, приходя к нам. Так, действительно, дома еще порисовать как-то можно, да, на каких-то приложениях, вот программирование уже. А какие языки, каким языкам программирования обучаете? У нас есть Scratch, это блочный язык программирования. Там, получается, соединяя блоки, дети создают программы, используют, познают алгоритмы и так далее. Есть Python, также обучаем игровому движку Unity и Unreal Engine. Там, получается, язык C-Sharp, да, и есть Roblox. Ну, здорово вообще. Вы сказали, что с 1 по 10 класс принимаете детей. Бывает так, что взрослые приходят и говорят, я хочу тоже научиться? Да, у нас есть 2 курса для взрослых по программированию на Python и по графическому дизайну. Вот, например, чтобы свободно, не свободно, может быть, как-то делать самому приложение, да, например, для мобильных телефонов, да, для смартфонов, какой язык подходит? Вот мы всегда открываем, например, какое-то приложение, пользуемся, в каком языке оно написано? Там есть различные языки, их множество, там есть буквально даже конструкторы, с помощью которых можно собрать, есть более сложные. А самый распространенный? Самый распространенный, так судить сложно. То есть они все разные, да. Все разные. Хорошо. Поподробнее про учебный процесс. То есть вы сказали, что курс длится 1 год. Вот как проходит учебный процесс? Это 2 раза в неделю или чаще дети приходят? Да, у нас есть, получается, 2 варианта. Либо дети занимаются 2 раза в неделю по 60 минут по будням, либо 1 раз в неделю по воскресеньям 120 минут. Какие внутришкольные мероприятия вы проводите? К примеру, например, я знаю, что у вас есть школьный хакатон. Да. Получается, у нас дети занимаются проектной деятельностью. В конце каждого учебного месяца они делают свою проектную работу, защищают ее перед своими одногруппниками. Также мы постоянно проводим внутришкольные хакатоны по каждому направлению отдельно в течение года. Получается, учащиеся по каждому направлению успевают в течение года поучаствовать в одном хакатоне. Мы собираем всех детей с этого направления. Это примерно бывает 50, 60, 70 детей. Они за ограниченное время, примерно за 5 часов, создают свой собственный проект и защищают уже его перед большой аудиторией, что также сказывается на так называемых мягких навыках публичного выступления, командной работы и
так далее. Да, то есть дети получают навыки не только в программировании, да, то есть, а еще и как бы общаются. Ну, известно, что, ну, такое, как общеизвестное мнение, может быть, да, что программисты такие замкнутые немного люди. То есть вы еще развиваете еще и публичные выступления. Да. А можете ли рассказать про успехи ваших учеников? Может, есть какие-то интересные примеры? Наши дети постоянно участвуют в различных научно-практических конференциях, в конкурсах. Есть ребята, которые, обучаясь у нас, собрали портфолио и, используя это портфолио, использовали его как, как называется? Как резюме? Не резюме. Да, вот есть же учебные заведения, в которых используется творческий экзамен, да, получается. Ага. И они используют портфолио, а поступали в бюджетные места в колледжах. Ну, я думаю, что многим нашим телезрителям интересно, где находится Алтан, IT-школа Алтан, да? Вы можете сейчас рассказать им, где вы находитесь и как записаться в вашу школу. Мы находимся в Якутске. У нас есть, сейчас есть 2 филиала и открывается еще один. У нас есть филиал в IT-парке на Ленина 1, также на Крупской 37 в Залоге, и мы открываем сейчас 3-й филиал на Ларионова 2. Записаться можно, позвонив по телефону 700-290, написав в WhatsApp. 700-290. 700-290. Ну, достаточно интересная информация. Может быть, есть какой-то совет, как распознать в ребенке, да, что у него есть склонности к программированию, например. И бывает ли так, что родители видят в своем ребенке программиста, приводят в IT-школу, а у него, например, совсем другие, например, интересы? Да, это, я считаю, совершенно нормальный результат. Все ведь люди разные, у всех интересы, склонности разные. Узнать можно, я считаю, только попробовав. Получается, если ребенок попробует, он уже может для себя определить, подходит ему, не подходит, хочет ли он дальше этим заниматься, либо нет. Ну, то есть в любом случае можно прийти, попробовать, записаться, и, соответственно, уже далее ребенок уже сам для себя решает, интересно это ему или нет. Да. Ну, спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях в студии был директор IT-школы «Алтан» Иван Наговицын. Еще раз напомню номер телефона, по которому можно обратиться. 700-290. 700-290. Если вы хотите записаться в IT-школу, да, записать своего ребенка в IT-школу, то смело звоните по этому номеру телефона. Ну что, после новостей мы разыграем наши 2 пригласительных кинотеатра «Центральный». Ну а сейчас с огромным удовольствием предоставляем слово нашим коллегам из новостного блока. Ну а вы узнаете самые актуальные новости на этот час. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Власти республики разработали мастер-планы Тикси, Оленька и Чукурдаха. Мастер-планы значительно отличаются как по типу инфраструктуры, так и по типу основной деятельности населения. Тикси является поселком городского типа с каменной многоэтажной застройкой, Чукурдах – поселком городского типа с деревянной застройкой, Оленек – сельским поселением с полностью деревянной застройкой. Подходы к реализации мастер-планов будут отличаться. Тем не менее, их опыт выполнения ляжет в основу дальнейшего проектирования других арктических поселков. Государственная социальная помощь на основе социального контракта как инструмент экономической поддержки населения. С 2023 года начала работать новая программа «Развивайка». В Верхневилюйске охватили 53 семьи на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Помощь идет в виде приобретений для всестороннего развития детей. А получатели соцконтракта в Улусе охватывают самые разные отрасли. Спустя время многие показывают отличные результаты. Помимо улусных и республиканских конкурсов, мы также проводим мероприятия для наших обучающихся. Например, мы заказали сову для наших лучших учеников, которые проявили себя по итогам 2022 года. Сова была сделана из оргстекла. К сожалению, у нас его не осталось, так как мы заказывали в ограниченном количестве. Дизайн мы нарисовали сами на листке и передали Аине Аяловне. Она, в свою очередь, немножко скорректировала и выполнила заказ на отлично. Детям и родителям очень понравилось.
В прошлом году в Амге стартовал проект под названием «Моя трудовая молодость», где собираются воспоминания трудовой молодежи 40-х-70-х годов. На днях стартовал второй этап проекта. Инициаторами проекта являются общественники села Алтан Рима Дичковская и Наталья Борисова. В 2021 году проект был поддержан главой УЛУСа Николаем Архиповым и софинансирован со средств грантовой поддержки. На днях подвели итоги первого этапа проекта и дали старт второму этапу. На сегодняшний день на видео снято 678 человек. Все снятые видеоролики остаются в сервере Центральной библиотеки, затем переносятся в архив на хранение, оцифровывается, и этот проект будет продолжаться в течение нескольких лет. К этому проекту мы привлекаем еще молодежь, и начиная со второго этапа молодежь Амги будет проводить работу по увековечению поколений 40-х, 50-х, 70-х годов. Сенаторы Совета Федерации и Федерального собрания России работают в Якутске. Визит федеральных гостей начался с посещения объектов в столице региона. В первую очередь отправились на осмотр места будущего строительства медицинского института СВФУ. Затем сенаторам показали объект, где появится студенческий кампус мирового уровня. Также гости увидели объекты студенческого городка, где в следующем году будут проживать спортсмены, участники спортивных игр «Дети Азии». Пообщались со студентами и прошлись по комнатам общежития. Конечно, объекты требуют еще большего финансирования. Да, и мы запрашивали более 250 миллионов, да, получили 90 миллионов. На этом очень большое спасибо. Но, конечно, для Якутии это очень большой вопрос. Это, конечно, по общежитиям. Ну и, конечно, строительство новых корпусов. И без этого, конечно, быть впереди и быть конкурентоспособным действительно очень тяжело. Далее наш эфир продолжит благотворительная рубрика, которую мы проводим вместе с благотворительным фондом «Дети Саха-Азия». Пусть мама придет. Знакомьтесь, Виктория. Она родилась в июле 2008 года. Скромная, добрая и открытая. Вика больше любит спокойные занятия. Ей нравится делать разные поделки и рисовать. Она много читает и хорошо учится. Мне 14, занимаюсь бисером, плетением. Как пыталась заниматься, пытаюсь. С учебой все нормально. Вика, а ты где-то была, куда-то ездила, расскажи. Нет, никуда не ездила. Пока еще никуда не. А где бы хотела побывать? В Екатеринбурге, в Москве. Вика, а вот ты думала, кем бы ты хотела работать? Кем? Да, кем бы хотела стать? Животных лечить. Ветеринаром? Да, ветеринаром. Хотела бы стать. Спорт дается Вике нелегко, но она старается и с удовольствием занимается баскетболом. У Вики есть мечты, и одна из них – жить в хорошей семье. Пусть все мечты Вики исполнятся, и девочка обретет семью. Но сейчас настало время розыгрыша пригласительных билетов в кинотеатр «Центральный». Мы сегодня разыграем 2 билета на любой сеанс, и одним из основных условий является, чтобы вы были нашими постоянными подписчиками телеграм-канала «Утро Якутии». Но не будем тянуть время, сейчас я озвучу вопрос, который сразу же будет продублирован в нашем телеграм-канале. Сейчас вы можете, пользуясь QR-кодом, перейти в наш телеграм-канал или набрать в поиске «Утро Якутии». Но, соответственно, от вас требуется оперативность, и кто первым даст правильный ответ, тот и выиграет наши призы. Итак, вопрос звучит следующим образом. В каком произведении звучит выражение «бестолковая наука»? В каком произведении звучит выражение «бестолковая наука»?
Сейчас в телеграм-канале уже продублирован вопрос, и вы можете давать свои оперативные ответы. Ну, а, конечно, дорогие друзья, я думаю, что это отличный подарок. Впереди, тем более, выходные. Ну, а сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии». Мы продолжаем. Сотни людей с огненными шевелюрами отмечают свой праздник в Тилбурге, в Нидерландах. Каждый год здесь проходит фестиваль рыжеволосых. Длится он 3 дня. На фестиваль съехались 5000 рыжеволосых из разных стран. Здесь для них устраивают мастер-классы по макияжу, а также уходу за кожей и волосами, проводят музыкальные мероприятия и спортивные соревнования. Можно поучаствовать и в фотосессии. Фестиваль «Дни рыжих» зародился случайно. В 2005 году художник-любитель Барт Рувенхорст разместил в местной газете объявление, в котором пригласил 15 человек с рыжими волосами в Тилбург. Он хотел вместе с ними сфотографироваться, хотя сам не рыжеволосый. Откликнулись 150 желающих. Мероприятие привлекло внимание людей, и Рувенхорст решил проводить его ежегодно. Представляю, что перед 5000-ной толпой вот эту всем известную, я точно не помню, это считалка или нет, рыжий-рыжий конопатый лупил дедушку лопатой. И 5000 человек говорят: а я дедушку не бил, а я дедушку любил. Ну что, на следующая новость. Китайским парам будут платить за молодых невест. Семья получит бонус, если новоиспеченной жене не исполнилось 25 лет. Такое предложение вводит китайский регион на востоке страны в целях содействия браку и деторождению соответствующих возрасту. Как пишет The Guardian, пары с молодыми невестами могут рассчитывать к свадьбе на 1000 юаней. Это около $137 от государства. Минимальный возраст вступления в брак в Китае составляет 22 года для мужчин и 20 лет для женщин. Но молодежь женится все реже, откладывая свадьбу и рождение детей на более поздний возраст. Согласно правительственным данным, в 2022 году браков в стране было на 800 тысяч меньше, чем годом ранее. И их количество рекордно низкого уровня – 6,8 миллиона. Рекордно низкие цифры рождаемости ожидаются и по рождаемости в Китае. Ну а турецкий лоукостер первым в Европе ввел в самолетах зоны без детей. Желающим лететь исключительно в окружении взрослых пассажиров придется доплатить. Так, авиакомпания Corendon Airlines запускает новую услугу на 10-часовых рейсах между Амстердамом и Карибским островом Кюрасао. Первые 12 рядов Airbus A350-900 будут предназначены только для пассажиров от 16 лет и отделены ширмой. За стандартное место в этой зоне придется заплатить дополнительно $49, а за место повышенной комфортности $100. Авиакомпания подчеркивает, что новая услуга будет полезна деловым путешественникам, пассажирам, желающим поспать в полете, и даже родителям, летающим с детьми, потому что они будут меньше переживать из-за шума от своих малышей. Подобные инициативы внедряют и другие авиакомпании. AirAsia ввела на рейсах тихие зоны, вход в которые запрещен для детей младше 10 лет. А сингапурский перевозчик Scoot предлагает места с доступом исключительно с 12 лет. Ну а самую большую полную луну 2023 года можно будет наблюдать в последний день лета. Этот месяц богат на полнолуние. Так, первое мы с вами наблюдали в начале месяца, а второе суперлуние вы можете увидеть уже сегодня. Как объясняется на сайте Московского планетария, между полнолуниями проходит в среднем 29,53 дня. И это немного меньше, чем полный месяц. Поэтому примерно за 2,7 года накапливается дополнительное полнолуние. Оно и произойдет сегодня, 31 августа. При этом в этот раз нас ждет суперлуние, которое случается, когда происходит наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. Чтобы наблюдать явление, потребуется только ясная погода. Ну а далее наш эфир продолжит рубрика «Моя профессия». И в этот раз мы вам расскажем о такой профессии, как массажист, и о процедуре хиджама. Что это такое и почему это так актуально среди якутян, мы узнаем прямо сейчас.
Меня зовут Сардана Альбертовна Саидова. Я хаджа. И мы сейчас начинаем процедуру сухой хиджамы. Ну, наверное, начнем с терминологии. Что такое вообще хиджама? Хиджама переводится как высасывание крови. Это древняя процедура, которая относится к категории народной медицины. Вот. Сейчас популярность набирает. Вы видите, наверное, знаменитости спортсменов, знаменитости, певцы, артисты и так далее. Да, они делают хиджаму с определенными характерными следами, выходят. Хиджама действительно благотворно влияет на весь организм. Вот вы буквально видите начало, то есть мы, конечно, вначале проводим, скажем так, диагностику, анамнез, чтобы выявить противопоказания есть, да, для хиджамы. Вот. А потом уже после того, как давление измерили, все узнали, пациент, клиент не должен, значит, скрывать какие-то свои болезни для того, чтобы не навредить себе. Вот. После этого, если есть, значит, показания, мы делаем перед хиджамой небольшой массаж для того, чтобы разогнать, скажем так, кровь. Вообще, раньше делали, в древние времена делали хиджаму из рогов крупных рогатых скотов. Значит, сейчас очень удобно, такие баночки, есть специальные стеклянные баночки. Да? Хиджама относится к категории массажа, потому что по номенклатуре нет профессии хаджима. Вот, поэтому нужно, чтобы стать хаджимом, необходимо пройти основы классического массажа. Значит, я сама училась в Дагестане на хаджима. Это есть крупный медицинский центр в городе Махачкала. Мы учились у первых хаджимов, значит, терапевтов Северного Кавказа. И проходила еще обучение здесь в медицинском колледже, основы классического массажа, курсы медицинские медсестер. То есть человек, который занимается, конечно же, этой профессией, он должен иметь сертификацию. Естественно, но первое я, наверное, выделила бы то, что человек, который работает с людьми, он должен любить людей. Вот это, наверное, очень важный фактор. Да? Почему? Потому что если ты не обладаешь такими качествами, да, тебе сложно помочь другому человеку. Поэтому моя первая задача – помочь. То есть мы не лечим, а скорее всего это для профилактики, да, потому что профилактики, наверное, дешевле, чем лечение. Вы же понимаете, что сейчас очень много людей, которые лечатся и залечиваются, да, очень много больных людей. А хиджама, вообще, если мы возьмем сухую хиджаму в данном случае, да, очень хорошо помогает при таких заболеваниях, как опорно-двигательный аппарат, у кого проблемы с системой кровообращения, то есть усиление кровообращения. Вот если мы сейчас, что происходит, спросите, да, то сейчас прямо вот как бы, скажем так, внутренний МЧС организма включается, то есть внутренние резервы организма включаются, усиливается кровообращение, лимфоотток, местный иммунитет, то есть количество лимфоцитов увеличивается, да, таким образом мы стимулируем тоже общий иммунитет. То есть это такая благотворная процедура, которая в целом на весь организм работает. Оптимальное для организма количество спорта в неделю назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Эксперт сослалась на исследования ученых из Массачусетса, где говорится о пользе 2,5 часов тренировок в неделю.
Можно не сильно печалиться, если рабочий график не позволяет ежедневно заниматься спортом. Достаточно выкроить на неделе 1-2 дня, чтобы поддерживать тело и организм в тонусе, отметила Павлова. В сравнении участвовали две группы. Одни занимались спортом не менее 150 минут в выходные, вторые тренировались аналогичное время, распределив нагрузку на несколько дней в неделю. У первой группы риски инфаркта снизились на 27%, сердечной недостаточности на 38%, мерцательной аритмии на 22%, инсульта на 21%. Во второй группе эти показатели составили, соответственно, 35%, 36%, 19% и 17%. Важность режима дня для школьников в преддверии осени объяснил Роспотребнадзор. Соблюдение режима сна и питания влияет на успехи в учебе. Новый учебный год – это всегда волнительно. Для ребенка процесс получения знаний – это большая ответственность. От него ожидают хороших результатов и высоких оценок, отметили в ведомстве. Соблюдение режима дня помогает формировать позитивные отношения к учебе, увеличивает работоспособность и положительно влияет на рост и развитие ребенка, подчеркнули специалисты. Ранее столичные психологи посоветовали родителям школьников больше разговаривать с детьми. Ну а далее наш эфир продолжит рубрика «Музейный гид». И мы продолжаем вам рассказывать про экспозицию Ивана Шишкина. В 1898 году в Казани проходила выставка русских художников, организованная Петербургской академией художеств. И на ней выставлялось живописнейшее полотно «Полянка». Наполненная воздухом и светом, картина так покорила сердца казанских жителей, что власти города обратились с просьбой к художнику оставить картину им. И мастер ответил согласием. В тот год картина «Полянка» стала частью существовавшей уже 3 года в Казани. В тот год картина «Полянка» стала частью коллекции уже существовавшего 3 года в музее общедоступного городского музея. Эту картину по праву можно считать завещанием великого живописца своим землякам. Ведь и телеграмма с его согласием была отправлена жителям Казани в последний день его жизни. На картине «Полянка» изображен ясный солнечный день, полный тихого и спокойного величия. Если присмотреться к переднему плану, на полянке можно увидеть богатое разнотравье. Каких цветов здесь только нет. И мятлики, и ветряничка алтайская, кровохлебка, коростовник татарский и многие другие. Чуть поодаль расположились ветвистые кусты жимолости и шиповника, а в самом центре находится великолепный лес из ив и берез. А если присмотреться еще внимательнее, можно увидеть маленькую солнечную полянку в самом сердце этого леса. На заднем плане произведения изображено великолепное небо в нежно-голубых оттенках с белыми облаками. Художник написал деревья, полянку, небо в естественном взаимодействии друг с другом. Краски плавно перетекают одна в другую, и все полотно наполнено естественным солнечным светом. Живописное полотно «Полянка» позволяет говорить об элементах импрессионизма в творчестве Ивана Шишкина, которые заключались в новых возможностях изобразительного искусства. Здесь художник совершенно отказывается от задачи увлечь зрителя узнаванием внешних подробностей, а стремится передать тот восторг и ликование, который испытал сам. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В школе номер 7 Якутска после капитального ремонта с нетерпением ждут первого звонка. Сейчас все усилия педколлектива направлены на уборку учебного здания. Школа номер 7 – одна из 13 школьных учебных учреждений, где по федеральной программе прошел капитальный ремонт. Каменное здание было построено в 1988 году, и с тех пор обновления не было. А теперь в отремонтированном здании в новом учебном году будут обучаться более 1700 детей. И в День знаний порог переступит более 200 первоклашек. Для них подготовили
подготовили 5 учебных классов. В рамках программы капремонта также приобретена мягкая мебель и современное учебное оборудование. На ремонт запланировано было 120 миллионов 700 тысяч рублей. За эти средства проделана огромная работа. Невидимая, как бы на первый взгляд, работа, но очень такая кропотливая и жизнеобеспечивающая система отремонтирована, как вот система отопления, система водоснабжения, канализации, утепление полов первого этажа, ремонт фойе, коридоров полностью. Так, все окна заменены по всей школе. В общем, такая вот жизнеобеспечивающая инфраструктура полностью заменена и отремонтирована. Вот это очень большое достижение. Также места общего пользования, как актовый зал, как библиотека. В Усть-Алданском Улусе в новом здании Мирюнской средней общеобразовательной школы номер 2 идут подготовительные работы к учебному году. Порог нового здания переступит 580 учеников, из них 69 первоклассников. Родители первоклассников и учителя начальных классов занимаются уборкой, а классы оснащены всеми современными технологиями для развития знаний и моторики учащихся. На каждом этаже школы присутствуют светлые зоны отдыха. Вот мы стоим в новом здании Мирюнской средней общеобразовательной школы номер 2, который в этом году, 1 сентября, распахнет свои двери для самых маленьких наших учеников. Новое светлое здание, и все очень рады, весь педколлектив, технический персонал и родители тоже. Поэтому мы с волнением ждем День знаний 1 сентября. А ученики школы номер 12 города Якутска недавно вернулись из экспедиции в Момский Улус. Ребята с родителями отправились на автомобиль до поселка Устнера, а потом пересели на вездеход и добрались до общины Кукуин. На протяжении 5 дней учащиеся жили в юртах оленеводов, помогали считать поголовье стада и проводить иммунизацию. Благодаря такой экспедиции ребята познали кочевую жизнь оленевода, ощутили нелегкость быта в суровых условиях тундры. Кроме того, для ребят это стало хорошей возможностью полюбоваться красотами севера. На протяжении 5 дней мы наравне работали с ними и поняли, как это тяжело. Мы, например, считали их и насчитывали около 1553 голов. Также мы рубили их рога для продажи. К этому часу это все новости. Хорошего дня. ГИБДД республики в эти дни работает в усиленном режиме, а на днях у них прошла социальная кампания «Самый важный на дороге». Марафон добрых дел, приуроченных к 50-летию юидовского движения. Об этом марафоне и о предстоящих рейдовых мероприятиях мы поговорим прямо сейчас с нашей гостьей в студии Елена Владимировна Гуляева, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Елена, доброе утро. Доброе утро. С какими показателями вы закрываете летний период? К сожалению, летний период не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. Если говорить в целом о ДТП по республике, их было зарегистрировано на текущий момент 505, в результате которых 50 человек погибли и более 600 были травмированы. Если говорить о детях, тема которых сегодня очень актуальна, то с начала года зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых погиб 1 ребенок, к сожалению, и 84 были травмированы. К сожалению, опять же, отмечу, что отмечается рост по количеству ДТП с участием детей. А что касается последнего месяца лета, августа? Месяц был сложным. Всего зарегистрировано за август 16 ДТП. Как раз в этот месяц у нас был погибший ребенок и около 20 детей травмированы.
При этом вот этот рост, который отмечается сегодня по числу ДТП с участием детей, как раз сформировался у нас в августе. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что дети сейчас возвращаются у нас с летнего отдыха, из лагерей, из деревни от бабушки, из отпусков с родителями, и детей очень много, риски, конечно, возрастают. Была информация, что ДТП за лето были в основном зафиксированы из-за новых водителей, которые только сели за руль. Вот, что можете сказать по этой статистике? Ну, не совсем, конечно, верно эту информацию так трактовать. С начала года было зарегистрировано 29 ДТП с участием по вине водителей со стажем до 2 лет. При этом отмечен рост по количеству таких ДТП на 37,8%. Но в общей массе, конечно, это не так много, не так катастрофично. Гораздо чаще ДТП совершают у нас водители более опытные, к сожалению, может быть, которые потеряли какую-то бдительность, да, вот, осторожность, внимательность на дороге. Что касается месяца наступающего сентября, какие рейдовые мероприятия планируется проводить? Ну, как вы отметили, Госавтоинспекция Республики в эти дни работает в усиленном режиме. Мы готовимся к 1 сентября. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех якутян с этим праздником. Действительно замечательный праздник, праздник знаний, праздник детства и радости. В рамках подготовки обследуются и образовательные учреждения, запланированы мероприятия вблизи образовательных учреждений в первые дни учебного года. Как обычно, все сотрудники будут выставлены на пешеходных переходах для того, чтобы этот день прошел безопасно для и детей, и взрослых. Кроме того, пройдут традиционные рейдовые мероприятия по выявлению различных нарушений правил дорожного движения, нетрезвых водителей, правил перевозки детей и так далее. На что водители должны обращать внимание на дорогах? Если говорить о начале учебного года, то в первую очередь, конечно, внимательность и еще раз внимательность, поскольку в любой момент, в любом месте могут появиться у нас юные пешеходы. Необходимо вовремя суметь среагировать на любую нештатную ситуацию. Необходимо соблюдать скоростной режим, соблюдать требования при перевозке детей в транспортных средствах, потому что сейчас в современных условиях, конечно, большинство родителей у нас повезут детей в школу на автомобилях. Да, не забудьте пристегнуть ремень безопасности, либо воспользоваться детским удерживающим устройством. Ну и, конечно, опасные маневры на дорогах могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Повторюсь, что прежде всего необходима, конечно, внимательность и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Ну, еще, наверное, можно посоветовать те родители, кто водит пешком, первое время вообще с ребенком пройти. Обязательно, конечно. Конечно, сейчас рисков на дороге очень много. Маленькому ребенку очень сложно ориентироваться в дорожных условиях, особенно в городских, да и не только в городских. Поэтому, конечно, ребенка младшего школьного возраста обязательно должны сопровождать взрослые. Ну и любой ребенок младшего возраста не должен у нас оставаться на проезжей части, вблизи нее, в одиночестве. Ну, интересный был тоже момент, я недавно вот услышал такой совет, мне понравился. Ну, уже дети постарше, если, да, то есть первое время уже его самостоятельно отпускаете, но следите за ним, да, то есть как бы слежку такую ведете, то есть чтобы убедиться, что ребенок проходит в правильных местах дорогу и так далее. Ну, для этого вот как раз сегодня я принесла, значит, нужно с ребенком составить схему безопасного маршрута до школы и сделать так, чтобы ребенок этому неукоснительно следовал, передвигаясь от дома до школы и в обратном направлении. И тогда родителям будет, конечно же, спокойнее, когда они знают, что ребенок идет по определенному безопасному маршруту, где обозначены безопасные пешеходные переходы, светофорные объекты и так далее. Какие еще мероприятия у вас запланированы на предстоящий месяц? Ну, сентябрь у нас месяц активный, он полностью посвящен детям. Поэтому вот сейчас у нас проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Буквально на днях закончилось проведение социальной кампании «Самые важные на дороге». Самые важные на дороге – это, конечно, ребенок. В ближайшие дни пройдет
пропагандистское мероприятие «Засветись», которое направлено на популяризацию световозвращающих элементов. Сейчас уже темно, темные ночи, темные вечера. Это очень важно. Также с 11 сентября по 11 октября на территории республики в соответствии с распоряжением правительства пройдет месячник по безопасности дорожного движения, который также приурочен к началу учебного года. И, естественно, призван привлечь внимание взрослых, общественности, организаций, предприятий, ведомств к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма с целью последний снизить, конечно же, и сохранить жизнь и здоровье детей. Ну, Елена Владимировна, мы желаем вам спокойной службы, чтобы все прошло хорошо. Конечно же, чтобы родители, да, были внимательны, вообще детям доносили информацию о правилах дорожного движения. Ну и желаем вам успехов. Спасибо большое. Я, в свою очередь, хочу еще раз поздравить всех с предстоящим Днем знаний и пожелать детям и всем, кто сядет в эти дни за парты, хороших отметок, прочных знаний, а родителям спокойствия, терпения и всем безопасных дорог. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вам узнать, какие киноновинки ждут нас в эти выходные в кинотеатре «Центральный». И после этого сюжета, после афиши мы определим победителя, которому достанется 2 билета в кинотеатр «Центральный». Победитель уже определился в нашем телеграм-канале. Степан Степанович. Смотрите сегодня в кинотеатре «Центральный». Творческое объединение «Детсад» представляет народную комедию «Кандидат». 18-я картина студии, первый кроссовер в истории якутского кино. Фильм идет более 1,5 часа и показывает, как проходят выборы главы Наслега, нарушившие покой выдуманной маленькой деревни Красная Звезда. В центре сюжета неудачник Абан Махначевский, который по воле случая становится техническим кандидатом. Его роль сыграл актер Сахатеатра и кино Игорь Говоров. Оппонентом главного героя является его тесть, серьезный, действующий уже не один срок глава Наслега Степан Степанович, роль которого исполнил народный артист Якутии Анатолий Николаев. Как ранее отметил продюсер картины Владимир Дормидонтов, фильм не политизирован и не является пиар-компанией какой-то партии, а лишь иронизирует над злободневной темой. Джонас, нам нужна твоя помощь. Джейсон Стейтем обеспечит вас легким водным развлечением на выходные в экшн-фильме «Мэг 2. Бездна». Это древняя экосистема, не тронутая человеком. Сиквел картины 2018 года, но более запутанный, непредсказуемый и серьезный. Это была плохая идея. Действие фильма стартует спустя 5 лет после событий оригинала. Джона занимается расследованием экологических преступлений, вредящих мировому океану и его обитателям. В свободное от работы время он воспитывает девочку-подростка, которую усыновил после гибели ее матери. Помимо этого, он сотрудничает с корпорацией «Мана», которая продолжает исследовать дно Марианской впадины и выращивает в огромном аквариуме собственного мегалодона. Однажды он сбегает, что и влечет за собой череду трагических событий. Международный цифровой прокат выходит 5-я и, вероятно, заключительная часть приключений Индианы Джонса с подзаголовком «Колесо судьбы». Ухожу в отставку. Тогда за что же мы пьем? Повторите мои крестницы. Впервые о легендарном археологе снимает не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд. Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придется столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз, два, три вряд ли получится. Но мы-то знаем, что Индиана Джонс не даст слабину и не отступит при виде даже самой безнадежной ситуации.
Я искал его всю свою жизнь. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Дорогие друзья, ну а сейчас в завершении нашего эфира хотелось бы обрадовать победителя или победительницу нашего розыгрыша двух пригласительных в кинотеатр «Центральный». Причем хотелось бы отметить, что действует он до конца 2023 года, то есть может дождаться свой любимый фильм и посетить кинотеатр «Центральный». Вопрос у нас, который был размещен в телеграм-канале «Утро Якутии», звучит следующим образом. В каком произведении звучит выражение «бестолковая наука»? Так звучал вопрос, и ответ правильный звучит следующим образом. Произведение «Недоросль» Дениса Фанвизина и слова Простаковой. Самый первый правильный ответ у нас отправил пользователь с ником ОВС. Мы поздравляем и, конечно, свяжемся после эфира с победителем или с победительницей и с огромным удовольствием вручим наши пригласительные билеты. Ну, друзья, у вас есть также возможность подписаться на наш телеграм-канал прямо сейчас. У нас будут проходить еще розыгрыши. Ну, а на этой ноте хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего, бодрого начала дня и продуктивной работы. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. До новых встреч. До завтра.